Итак, в эфире программа «Взаимный интерес». Абхазские и российские ученые продолжают развивать связи, в том числе и через участие в форумах. Один из таких форумов в эти дни проходит в Сочи. Директор Института экономики и права Фатима Камки у нас в студии. Фатима Гурамовна, мы рады вас видеть здесь, в студии «Радио Спутник». Взаимно, спасибо. Добрый день. И с нами на связи по телефону Татьяна Гварлиани, профессор кафедры инновационных технологий, экономики и управления Сочинского государственного университета. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна, как вы нас слышите? Добрый день. Я вас слышу прекрасно. Да, так что активно буду принимать участие, пожалуйста, в нашей беседе. Прекрасно, мы рады вас слышать, рады вашему участию. Будем обсуждать взаимодействие абхазских и российских ученых через вот такие интересные площадки, которые как раз вы пытаетесь организовать и объединить усилия, да, и нашей стороны, и российской. Давайте подробнее поговорим о том, на каком вот сейчас уровне вот эти контакты находятся абхазских и российских ученых. Фатима Гурамовна, с вас, наверное? Да. Буквально недавно по инициативе Сочинского государственного университета команда Сочинского госуниверситета проявила такую активность. И была летом буквально у нас вот состоялось заключение соглашений о сотрудничестве между Академией наук, Абхазским госуниверситетом и непосредственно Институтом экономики и права Академии наук Абхазии. Поэтому в рамках заключенного уже соглашения вот это взаимодействие, собственно говоря, носило уже некий плановый характер, потому что один из пунктов в соответствии с соглашением — это участие в совместных научных мероприятиях. И мы как раз-таки с удовольствием, делегация от Института экономики и права Академии наук Абхазии приняла участие и на пленарном заседании, и дальше аспиранты участвуют в конкурсе научных работ, которые проводит как раз-таки секция, которую возглавляет Татьяна Евгеньевна. И я хотела бы отметить, что к своему... собственно говоря, у меня не было никаких сомнений относительно того, что с соседями, тем более с соседями, с которыми нас связывает не только территориальная близость и соседство, да, но и еще общая тема, да, с точки зрения экономики, это и туризм, и рекреация. И ряд других вопросов, на которые я увидела и услышала в процессе своего участия в открытии форума. Ряд разработок, я думаю, в перспективе имеют очень серьезный интерес. Фатима Гурамовна, давайте послушаем мнение Татьяны Евгеньевны. Расскажите, вот какие темы более узкие, да, касающиеся развития рекреационной системы, туризма, были бы интересны для Абхазии, имели бы вот прикладное значение вот в ближайшей перспективе? Сегодня, добрый день всем слушателям, сегодня Сочинский государственный университет находится на новой ступени своего стратегического развития и выходит на такие тесные контакты с нами, дружественными странами, нашими соседями. Значит, в рамках определенной стратегии были определены конкретные направления. В частности, мы видим, что определенным спросом и такой точкой развития может быть развитие гастрономического туризма. Я думаю, что как раз вот Абхазия тоже является таким островком, где на сегодняшний день продукты питания и кухня гастрономическая отличаются определенными особенностями и может предложить туры гастрономического характера, когда фактически турист может приехать на субботу-воскресенье, отдохнуть и посмотреть на особенности национальной кухни и культуры. Сочинский государственный университет уже на протяжении более 35 лет занимается вопросами развития туризма. Поэтому нам есть чем поделиться, есть определенные
как практические, так и научные разработки. И мы с удовольствием своими достижениями можем делиться. И это будет не просто поделиться, а это даже будет обмен опытом, потому что у вас тоже есть свои традиции, которые бы могли обогатить наш регион в плане развития туризма. Туризм, Татьяна Евгеньевна, да-да-да. вот вы затронули интересную вещь. Обычно мы всегда говорим о том, что вот нам надо какой-то опыт перенимать, какие-то передовые практики, но есть то, чем мы тоже можем обогатить и другую культуру, Да. и научное сообщество. Конечно. Фатима Гурамовна, давайте развивать вы эту тему да, все-таки конечно. приятную. Ну, вот главный посыл, с которым я выступила в процессе пленарного заседания, да, как раз-таки был связан с тем, что первое, общее, что у нас сейчас с точки зрения проблем, на мой взгляд, это как бы укрепление позиции научного сообщества, и коллеги согласились с тем, что такая проблема отчасти имеет место и в Сочи, и на юге Российской Федерации. И, конечно, позиции вообще высшей школы как таковой, потому что как бы у нас Академия наук, а здесь наука завязана в основном при вузовская система преимущественно. Поэтому, хотя тоже есть отдельные структуры, но в целом у нас как бы государственного уровня эти структуры. И у нас, конечно, есть то, над чем мы вместе можем работать. Очень мне показалась интересная мысль, высказанная сообща, собственно говоря, в процессе дискуссионного обсуждения среди коллег. Это то, что должна сложиться некая синергия, такое взаимодействие, знаете, бизнес, предпринимательство, ученые и госуправление. Вот с этой точки зрения тоже есть определенные проблемы, которые нас объединяют, и можно в этом направлении. Однако есть высказано, что очень для меня было важно, что она была высказана, что такая проблема существует и там, и здесь, и в этом плане мы тоже могли бы взаимодействовать. С точки зрения конкретно вот Института экономики и права, помимо вот такого обмена информационного и взаимного посещения, допустим, мероприятий, конечно, я также думаю, что мы в перспективе будем очень по линии аспирантуры и защит. Сочинский госуниверситет сейчас практикует взаимные организацию защит, выездные. Вот, я думаю, Татьяна Евгеньевна лучше об этом расскажет сейчас. И у них наработался тоже такой интересный опыт как раз-таки выездных вот этих защит с какой-то крупной тоже с крупным научным центром объединить усилия. А для нас это очень удобно, потому что территориально мы близки. И еще, мне кажется, перспективно для нас то, что в отличие от Республики Абхазия, с точки зрения развития, город Сочи и вот этот регион, он стал очень быстрыми темпами модернизироваться. То есть Сочи прошел путь стремительной модернизации и обновления, внедрения всяких разных новых составляющих, связанных с тем, что приносит вот современность. И с точки зрения там инфраструктуры, да, и с точки зрения массы иных сторон, связанных с экономическим развитием, с демографическими составляющими и так далее. И я думаю, для Абхазии очень важно и вообще обратить свой взор с этой точки зрения, потому что та действительность, реальность, которая прошел путь вообще город, проходит этот город на наших глазах, он, я думаю, просто для нас очень серьезный объект для исследования. Объект для исследований, в том числе есть некоторые проблемы, которые преодолел Сочи и продолжают преодолевать. Вот я вспоминаю одну из наших программ, где мы говорили о развитии горнолыжных курортов, курортов, расположенных в горах, и представитель курорта Красная Поляна говорил о том, что вот мы в свое время очень быстрыми темпами начали строительство и совершили несколько ошибок, которые нам сейчас очень сложно решать, и мы очень много денег тратим на восстановление экосистемы и так далее. Да. Вот в этом смысле это тоже интересно, и Сочи готов, я уверена, делиться таким опытом. Татьяна Евгеньевна, как вы думаете, вот какой опыт вы могли бы передать в плане ошибок, которые Сочи преодолевает сейчас как большой курортный город?
Стремительно развившийся, очень стремительно, да. Мгм. Мы анализируем наследие олимпийское и, конечно, выявляем как положительные, так и отрицательные стороны, вот, которые или ошибки, которые были допущены. Вот. Но на сегодняшний день мы это все можем предложить, в том числе и абхазским нашим друзьям, коллегам. Все это познавать можно в летнем нашем лагере, который как раз проходит в регионе Красная Поляна. Подключайтесь к этому процессу. Он дает определенные обменные вот эти вот характеристики и позволяет посмотреть на дальнейшее развитие и момент эксплуатации тех достижений, которые мы уже получили в результате проведения Олимпиады. Конечно, горнолыжные курорты имеют на сегодняшний день такую тоже точку развития. Сегодня не секрет о том, что строится дорога, туннель между Архызом и Красной Поляной. То есть прохождение других кавказских республик до нашего вот региона, оно будет более комфортным. И появится и к вам дополнительный спрос и востребованность горнолыжным курортом. Поэтому, конечно, опыт есть. Опыт есть, и мы готовы делиться этим опытом. Фатима Гурамовна, вам есть что сказать? Вы дополнить хотите или же... Да, я бы хотела, знаете, я также еще вы не согласны? добавила бы к тому, что было сказано, что, как мне представляется, я бы вычленила такой важный опыт. Ну, вот Нала замечательно сказала про экологию, и я думаю, что как бы соотнесение всех задумок, проектов, планов с сохранением экобаланса, вот это одно из серьезных задач и вызовов, которые у нас в перспективе будут стоять. Поэтому у нас, слава богу, кстати, создан Институт экологии, и тоже был, кстати, подписан договор о сотрудничестве. Дальше я бы сказала, вот по линии строительства мне очень тоже кажется перспективным такое взаимодействие и анализ того, что происходило. Как мне представляется, вообще мы должны еще подумать о том, как распределить. Вот был советский опыт относительно того, что, допустим, здесь у нас туризм, а там у нас курортология. То есть вот в Сочи как-то советская система, она планировала, чтобы не было вот такого, знаете, ожесточенной какой-то конкурентной борьбы за посетителя наших республики Абхазии, города Сочи, а чтобы это было, знаете, как взаимодополняющая история. И с этой точки зрения у нас есть сохранен, в общем-то, экологическая привлекательность Абхазии с точки зрения природы. Вот эту составляющую, мне кажется, стратегически важно для государств в целом и для человека, который хотел бы приехать отдохнуть. Это очень важно. И я думаю, что очень бы не хотелось, чтобы были эти очень чрезмерно грандиозные объекты строительства. И, кстати, они с точки зрения сейсма, тоже очень услышала, что в СГУ идет разработки вообще сейсмоустойчивой технологии возведения строения. Это тоже, кстати, было очень интересно. Но в целом я думаю, что это составляющая тоже. То есть градостроительная политика, вообще застраивание Абхазии, я думаю, что должна тоже бы иметь некий план, проект с учетом вот этих моментов. И голос моментов. научного сообщества должен громче звучать, и на первой линии планирования все-таки ученые должны быть. Вот вы об этом говорите. Да, Мне кажется, да, понятие устойчивый туризм включает все те проблемы, которые вы озвучиваете. То есть планирование туризма с учетом всех страхов, рисков и с пользой для экономики. Вот где этот баланс можно... Я все время настаиваю на концептуальном подходе, тем более, что президент Бадыр Зурович Гумб объявил на встрече с командой Абхазии буквально недавно на форуме, да, один из ключевых тезисов был связан с тем, что туризм — драйвер экономики. То есть мы делаем ставку на как драйвер, это центральная составляющая, то, что основу экономики будет двигать, это туризм. Следовательно, нам нужно много и грамотных людей, и концепций, и подходов, чтобы это было на уровне
и не только сегодня бы помогало зарабатывать деньги, но чтобы это было на длительную перспективу. То есть долгий взгляд, как говорят экономисты, чтобы у нас был на это направление. Вот в развитии этой темы устойчивого туризма, насколько да, ученые в России включены в этот процесс создания этой стратегии, и чем вы могли бы, допустим, поделиться с абхазской стороной в этом вопросе? Ну, вот, Татьяна в Евгеньевна. частности, да-да-да, я услышала вас. Значит, приветственное участие для фестиваля. У нас было предоставлено слово Константинеде Христофору Александровичу, председателя Комитета устойчивого развития туризма делового центра Содружества независимых государств. Вот. Он первый вице-президент Общественного союза индустрии гостеприимства, доктор экономических наук. И вот данные площадки позволяют обсуждать нам эти глобальные вопросы. Поэтому связь именно государственного такого вот посыла, она есть, она решается и выполняется. Но я услышала еще один момент. Конечно, все, что связано с развитием туризма, оно несет в себе определенные риски и страхи. Вот я бы могла сделать акцент еще, что туризм является своего рода локомотивом по развитию инфраструктурной составляющей. И в частности, чтобы не было страхов и рисков, надо развивать свою отечественную систему страхования. Вот. Знаю, что у вас в Абхазии есть 3 страховые компании. Какие виды вот они страхования реализуют? Есть ли экологическое страхование? Есть ли страхование туристов? Вот эти вот аспекты мы тоже могли бы поделиться и предложить вам к развитию. Рынок страхования в зачаточном состоянии в Абхазии находится, поэтому да, кстати, тоже о возможностях экологических страховок каких-то пока говорить не приходится. Надо, потому что иначе не будет развития. Любой бизнес, любая инвестиционная составляющая, она обязательно связана с риском. А там, где есть риск, там должно быть страхование. Вот. Поэтому, пожалуйста, можем и здесь давать определенные такие вот посылы к развитию и взаимодействию. Тем более система страхования, она на сегодняшний день границ не имеет. Поэтому это достаточно устойчивая система. И, конечно, она бы позволила отвлечься от боязни того, что вот экологические катастрофы или еще что-то. Страховщики, они специалисты в области управления риском. Поэтому, конечно, они не в связи с осуществлением контроля не допустят глобальных таких моментов. Но тут мы упираемся в возможности абхазского бизнеса, потому что страхование — это тоже дополнительные расходы для бизнеса. Вообще, эта тема для отдельного разговора, да, очень да, важного. Обязательно эту тему будем затрагивать и обсуждать ее. Если на вопрос наших слушателей, я уверена, они задают вопрос о том, в форумах принимают участие ученые, потом дальше что с этими идеями, как воплотить, что ли, в жизнь вот эти идеи ученых. Дальше какая судьба этих обсуждений? Часто нас спрашивают о том, вот форумы, конференции, куда дальше вот эти мысли? Они же не просто Евгеньевна расскажет, когда в Сочи обстоит. Да. Во-первых, сегодня все вот эти проекты, они находят отражение в грантовой политике, разработке определенных грантов, определенных программ. Они находят отражение в выпускных квалификационных работах, которые пишут аспиранты, магистры, студенты. Сегодня в приоритете работы на уровне стартапа. То есть это не просто озвучивание какой-то проблемы и наметки пути решения, а именно разработка и реализация этих вопросов и внедрение в жизнь. Мы доводим это до практической реализации. Поэтому сегодня нельзя говорить, что вот наука отдельно, а практика отдельно. Сегодня обязательно любое научное достижение, оно имеет конкретную основу. И все шансы быть реализованным. Фатима Гурамовна, у нас это возможно, вот такой путь, что идея и научное какое-то обсуждение потом может в виде стартапа?
Почему нет? Например, мы с вами, кстати, неоднократно говорили вот в части культурного кода, и команда Абхазии, когда они как раз вот если продолжение разговора, который затронула Татьяна Евгеньевна, как раз-таки речь шла о том, что по грантам они хотят именно научно обоснованные, чтобы все были проекты. И там нужны экспертные обоснования. И нас, кстати, организаторы пригласили в наш институт именно как площадку, которая должна экспертно обеспечивать. Сам механизм еще недоразработан. Нам предстоят встречи, на которых мы проговорим. Но там тоже пока идет работа по разработке этих проектов. Но я уже на определенных стадиях, вот меня приглашают, я участвую. И я вижу, что как раз-таки все участники команды Абхазии, потому что они там все предлагают свои проекты. И задача вот организаторов как раз-таки там нацеленность на то, чтобы под каждый проект была подведена научная обоснованность этого проекта. Вот и это перспектив реализации. Интересный Они нас механизм. связывают как раз, да. И вот мы договорились к практической встрече, чтобы институт участвовал в качестве экспертной площадки. Наш институт. Немного времени до конца беседы остается, поэтому мне хочется поговорить, почему вообще важно слышать и слушать ученых. Почему вот это взаимодействие, коммуникация. Вы сказали о взаимодействии в самом начале ученого сообщества, органов власти и бизнеса. Хотя бы вот этот не треугольник, а власти и научного сообщества, если об этой коммуникации говорить. Ну, собственно говоря, надо согласиться с мнением о том, что без вот этого взаимодействия сегодня практически невозможно. Я хотела лишь сказать, чтобы были усилены позиции именно абхазского научного сообщества, потому что я думаю, что именно региональная включенность, она имеет важное значение для населения, для развития в целом. Что касается сегодня вообще век цифровых технологий, и внедрение, кстати, в сферу туризма и гостиничного бизнеса и так далее. Везде вот роботизация, и это все еще тоже отдельные направления. То есть это сегодня невозможно без взаимодействия. Речь, на мой взгляд, важна с точки зрения государственного управления. На что я хочу обратить внимание, это именно на то, что должна быть своя наука, свои научные институты и, соответственно, школы научные, люди и молодые ученые должны как раз как бы быть очень важной составляющей. А так, в целом, конечно, это взаимодействие, оно приобретает, и то, о чем сейчас сказала Татьяна Евгеньевна, что оно приобретает очень свои формы современные. В частности, это посредством вот грантового взаимодействия и соответствующей научной обоснованности тех или иных проектов. Татьяна Евгеньевна, вот этот треугольник, о котором мы говорим, если коротко, ваше мнение, как эту коммуникацию наладить между научным сообществом, бизнесом и государством? Ну, только через вас, дорогое радио «Спутник Абхазии». Спасибо. Вышли на прямую связь. Поэтому благодарю вас за внесение серьезного вклада в развитие вот этой взаимосвязи. И приглашаю, чтобы мы дальше продолжали наше сотрудничество. И, в частности, мы становимся центром развития финансовой грамотности на юге России. И хочу, чтобы Абхазия была рядом с нами. Замечательно. То есть и журналисты в этом треугольнике коммуникации не последнюю роль. Пятая власть. Да, поэтому вам большое значение в этом треугольнике отдается. Спасибо вам огромное. Спасибо. Татьяна Евгеньевна, большое спасибо, что были с нами на связи. Я напомню, с нами на связи по телефону была профессор кафедры инновационных технологий в экономике и управлении Сочинского госуниверситета. Благодарю за беседу. Фатима Гурамовна, время подытожить наш разговор. В целом, такие мосты, такие научные контакты важны для нас, потому что наука не может быть оторванной, отдельно развиваться.
Ну да, и если опять-таки обращаться к названию вашей передачи, соответственно, взаимный интерес, безусловно, есть. И, кстати, каждая встреча, она что-то привносит. Я для себя вот даже в этом разговоре сейчас, вот в этом конкретно нашем сегодняшнем недолгом разговоре тоже выявила пару позиций, которые я хотела бы отразить в плане научно-исследовательской работы нашего института. Тем более сейчас идет в Академии наук обсуждение на планирование тематик этих работ на 26-30 годы. И я думаю, вот именно страхование, оно должно получить там достойное место. И ряд других вопросов, которые... И вот экологическая составляющая, это взаимное вот это вот взаимодействие всех структур, оно на междисциплинарном уровне, оно тоже очень актуально и перспективно. Спасибо вам. Фатима Гурамовна, еще год или два назад мы с вами как раз говорили о том, как органы государственной власти должны слушать ученых, должны опираться на их данные, на анализ в разработке стратегии. Тогда вы больше акцентировали внимание на проблемах, а сейчас вы уже говорите о конкретных примерах, когда голос ученых слышат, это превращается в осязаемые какие-то проекты, которые мы уже можем видеть. Вот вы приводили в пример команду Абхазии и ваше конкретное участие. Да, я очень признательна, кстати, участникам, которые понимают, что нужны эксперты, нужна работа и взаимодействие с наукой. С наукой, потому что от этого и будущее проекта зависит. Большое вам спасибо, что были здесь с нами в студии. Завершаем программу. А нашим слушателям напомню, у нас в студии была директор Института экономики и права Фатима Камки. Мы говорили о взаимодействии абхазских и российских ученых.